А Лукашенко должен уйти? А ты в Инстаграм посмотри в свой. Это угроза? А что ты не плачешь? Это повод для молчания? Ну я же не суперзамагарка. Ты была прапорщиком МВД. Меня излечили, слава богу. Это искренне? Был просто шок. Ты в итоге дура? Терапия закончена, спасибо, можете выходить. Это канал «Жизнь Малина». Меня зовут Никита Мелкозеров. И сегодня мы общаемся с Кристиной Тимановской. Ее громкий кейс в Токио помнят все до сих пор. И сегодня она отвечает на вопрос, должен ли уйти Лукашенко. Носим маски, подписываемся на наш канал и начинаем смотреть это интервью. Как ты относишься, в принципе, к своему нынешнему образу? Потому что многие говорят, что осторожно относятся к Кристине Тимановской. В основном, из-за того, что, получается, был такой очень тихий год, а потом ты сейчас как бы суперзмогарка. Ну, я же не суперзамогарка, я все равно даже не могу там позволить себе пойти на митинги, чтобы там вместе со всеми белорусами как-то проявлять свою позицию, потому что я живу здесь под охраной, и в целях моей безопасности лучше все-таки оставаться дома, так как мне еще поступали такие сообщения, что если там увидят меня где-то в городе или там на митинге, а тем более, если меня увидят в Беларуси, то мне там то в живот вспорят, там кто-то мне руки грозился сломать, кто-то ноги грозился сломать, кто-то еще что-то. Это директ Инстаграма? Да. Мне даже недавно пришло такое сообщение, что типа, как только ты там останешься без охраны, то тебя там найдут, и дай бог, чтобы тебя там, типа, прибили или что-нибудь такое. Ну, это такое, типа, эти фейковые страницы, я к этому серьезно не отношусь. Если говорить сейчас максимально трезво и четко, ты до сих пор считаешь себя политичной? Ну, уже нет, конечно. Во-первых, потому что я все равно, я уже высказала открыто свою позицию. Просто до этого у меня тоже была позиция, это вот касательно того, что там, да, на двух стульях. У меня была эта позиция, она была и год назад, и на протяжении всего этого года, и сейчас она неизменная. Она что тогда, что сейчас, она неизменная. Просто весь этот год я не скрываю, что действительно было страшно ее высказывать. Потому что когда я там просто написала пост против насилия, там не было ничего против выбора, против власти, там было касательно против насилия. Это 17 августа, когда коллективный пост, который опубликовался на твоей странице. Конкретно. Он опубликовался не только на моей странице, его опубликовали очень многие спортсмены из сборной. То есть, я могу сказать, что я была инициатором этого всего. Я предложила просто сделать такой пост, я предложила выйти сфотографироваться, написала этот текст, и все, кто поддержал меня, они тоже сделали у себя на странице этот пост. Кто-то просто сделал репост, кто-то написал, тоже выкинул эту фотографию, написал этот же текст. Вот. Но тогда последовали последствия, там лишили пару раз премий, это позже. Я же говорю, что... Объясни мне просто, как это преподносится. Просто тебе не приходят денежки на карточку или тебя вызывают? Просто не пришли. Я спросила, почему. Мне сказали, а ты в Инстаграм посмотри в свой. А нечего было в Инстаграме писать. А будешь еще писать, еще больше, будет лишение премий. А премия это сколько? Там по-разному было. Там, допустим, перед Новым годом рублей 300, один раз 500 рублей за что-то лишили тоже там. По-разному. Один раз 150 рублей не дали к какому-то празднику. То есть вся сборная получила, не сборная, вся команда получила, я не получила. Я говорю, почему я не получила? Потому что Инстаграм ведешь. Вот и весь ответ. Вот. У мужа были очень большие проблемы на работе. Его тоже лишили премии неоднократно. И ему вообще после всего этого зарплату снизили. Просто так. Взяли пару надбавок, убрали зарплаты. Мы потерпели это буквально пару месяцев, месяца 3, и он просто уволился с работы, потому что к нему началось такое отношение. Все из-за меня. Не потому, что он плохой работник, а потому, что он работал в центре по легкой атлетике, и потому, что он мой муж, а я открыла свой род. Ему пришлось уволиться, несколько месяцев он искал работу и устроился потом в крупный фитнес-клуб тренером. Может ли белорус быть аполитичным после августа 2020 года? Вообще я считаю, что нет, не может, но у всех есть большой страх. Такой же, как был у меня все это время. Все боятся, потому что мы знаем, что все, кто сейчас что-то говорит, все, кто имеет свое мнение, он наказан будет в любом случае. То есть ты считаешь, что страх, он заставляет быть в том числе неискренним?
Не то, что не искренним, он просто заставляет молчать и не высказывать свою позицию. Ну, год молчать, зная, какой звездец происходит в стране, это искренне? Нет, наверное, нет. Ну, я понимаю, что все, допустим, кто высказывался, они страдали их семьи. И есть люди, как я, которые решили воздержаться от этого всего, чтобы поберечь себя и своих близких. Да, это очень некрасиво и, да, может, и не искренне, потому что мы все, именно вот в августе, да, все, казалось, что все так сплотились, все были едины, и все готовы были друг другу помогать и поддерживать друг друга. Но потом, спустя 2 месяца, это все куда-то исчезло. Люди больше так не сплочались, как, на мое мнение. Да? Мне кажется, что уже не было той поддержки, которая была в самом начале. И если в начале кого-то увольняли, человек терял работу, ему там действительно даже вот просто собирали деньги, и человек мог позволить себе там какое-то время поискать работу, потому что ему помогли люди, ему собрали определенную сумму денег, и он, в принципе, ни в чем не нуждался. Но спустя пару месяцев, даже если человека увольняли за его позицию, уже не было такого. Никто не был готов так помогать, как в августе. И людям уже приходилось как-то своими силами справляться. Многим пришлось уехать. Кто-то уезжал, не знаю, кто-то там заранее, да, подготавливал себе почву, уезжал. Кто-то убегал там с портфелем просто в никуда и первое время жил в какой-нибудь там комнатке в пункте для мигрантов, и у человека просто не было представления о том, какое будущее его ждет. Поэтому многие из нас явно не хотели оказаться в такой ситуации, чтобы остаться безработным и покидать там страну, уезжать в неизвестность и непонятно чем заниматься в будущем. И многие предпочли... тем более, что все наши высказывания, они же за этот год не привели к победе все равно. Это повод для молчания? Нет, это не повод для молчания. Вот казалось бы, да, в августе, когда были самые крупные митинги, все же думали, что мы победили. И уже там реально все закупались шампанским и готовы были вот-вот уже праздновать победу. Но победы в итоге не произошло. Хотя она реально была близка. Но просто в один момент всех очень сильно применили насилие и просто запугали людей. И вот это вот ощущение победы, оно испарилось. И люди начали бояться. И люди даже начали бояться друг другу помогать. Потому что даже на моем примере я там помогала нашему хорошему знакомому, он был на митингах, его на камерах заметили, и хорошо, его не забрали на Крестина, я не знаю, ему просто повезло, что его никуда не забрали, но ему дали штраф большой. И я взяла на себя такую инициативу собрать ему эти деньги, чтобы оплатить его штраф. Мы вот жили в районе, в Минске там, и я просто написала в чате наших домов, 3 домов, что у нас вот есть сосед, который пострадал, и давайте как-то ему поможем оплатить ему штраф. И там были люди, которые приносили даже сразу $50, кто-то приносил 20-30 рублей, но они все просили вообще не говорить, кто приносит эти деньги. То есть люди помогали, но это был уже сентябрь. Они уже на тот момент боялись, что кто-то узнает, что они помогли оплатить этот штраф, что они принесли там этих 10 рублей. Спустя там еще полгода, когда ты обращаешься за помощью к каким-то людям, и, допустим, вот даже сейчас мы перевозили собаку, и перед тем, как мы ее перевозили, нам там нужно было кое-что с ней сделать в Беларуси. Я обратилась к человеку, он сказал, что я вот хочу тебе помочь, мне не нужно ничего там от тебя, ни оплаты никакой, просто по-человечески хочу помочь. Но единственное, он меня попросил, чтобы я нигде не указывала, что он мне каким-то образом помогал. То есть люди, они помогают сейчас, но они боятся, что кто-то узнает о том, что они помогают. Потому что даже тот человек, который тебе сейчас помог, может быть наказан просто за то, что он тебе помог. Страх, который ты описываешь, насколько прочно он в тебе поселился и насколько сильно он сейчас на тебя влияет? И влияет ли? Если говорить за вот этот весь год, даже вот на протяжении этого года, у меня было много таких порывов, когда я хотела высказаться, когда я хотела вот там и письмо подписать, и что-то сказать. Но каждый раз меня
Помимо страха, каждый раз меня останавливала моя семья, которая всегда со мной спорила и всегда со мной ссорилась из-за этого. Ну, сейчас тебе страшно? Ну, сейчас мне страшно опять только за свою семью. То есть я уже, там, понятно, я не переживаю за себя, как, в принципе, я и до этого не особо переживала за себя, но я все равно не могу не переживать за свою семью, не могу... Там все равно все остались. Бабушка одна, вторая, дедушки тоже, мама, папа, брат, все остались там. И в любом случае им всем может грозить какая-то опасность. И все это зависит только от меня, от того, что я скажу и что я сделаю. Один из тоже самых таких ярких кейсов с тобой связанный – это концовка большого репортажа редакции про беглых спортсменов и вопрос журналиста вам с Арсением: должен ли Лукашенко уйти? Вы тогда не ответили. Почему? Потому что, опять же, это все был страх. И тоже не за нас страх, а за наших родителей. И, ну, во-первых, этот вопрос был очень неожиданный. Мы там в этот момент мы разговаривали про мою татуировку. Ну, это не вошло в итоге в эфир. Мы обсуждали, что значит моя татуировка на ноге. И вот я заканчиваю эту фразу про татуировку, и вот такой просто вопрос в лоб: а Лукашенко должен уйти? И, ну, в этот момент от этого вопроса у меня вот было тоже ощущение, наверное, как когда мне сказали, что у тебя есть 40 минут собрать свои вещи. Вот действительно, меня вот как кипятком ошпарило, и я не знала, что мне ответить. Я знаю, что мне ответить. Я знаю, что я хочу ответить, но я понимаю, что вот сейчас от того, что я скажу, зависит то, что завтра будет с моими родителями. И, ну, я воздержалась от ответа. Смотри, это был август, а сейчас у нас октябрь, по-моему. Тебе не кажется, что ты за это время наговорил уже больше вещей, более опасных для твоей семьи, чем ответ на вопрос, должен ли Лукашенко уйти? Ну, сейчас уже, да, я думаю, что я наговорила больше опасных вещей, но это был какой день? Это, наверное, я не знаю, ты первая неделя. Да, это прилетела в Варшаву. Это было первые там пару, 4-5 дней. Ну, я еще тогда у меня еще тогда был стресс. То есть я порой... Во-первых, у меня никогда в жизни не было такого, что я давала в день по несколько интервью. Тем более, что большинство интервью содержали такие довольно каверзные вопросы, и я еще не знала вообще, как нужно отвечать на эти вопросы, чтобы, во-первых, сформулировать правильно свои мысли и попытаться донести правильно ту информацию, которую я хочу донести, так как даже уже за эти 4 дня, которые я провела в Варшаве на тот момент, были интервью, где неправильный был перевод, и потом еще пришлось давать опровержение, потому что я говорю одно, а люди там с русского переводят на английский, с английского на немецкий, и в этом переводе получается совершенно другой смысл. И вот, ну, было непонятно, как вот нужно правильно сказать, чтобы меня все поняли, чтобы не было вот этого ломаного потом перевода и ломаного смысла. И, ну да, в тот момент, я даже когда эти интервью давала, у меня постоянно руки тряслись. Я давала интервью, у меня вот все трясло. Был просто шок в тот момент. Поэтому, если бы мы делали это интервью немножечко позже, может быть, там, через 2 недели, да, я была бы уже более уверена в себе, и я думаю, что я бы ответила на этот вопрос без проблем. Но именно в те дни я еще была в стрессе, и, ну, порой просто такие вопросы, они меня пугали. То есть мне задавали, когда я слышала вопрос, в котором звучала фамилия Лукашенко, у меня аж дух, ну, не то, что у меня аж, ну вот, ты задыхаешься как будто бы, и ты не знаешь, что сказать. Ты слышишь вот эту фамилию, и у тебя просто ступор. Ну, мне кажется, это именно вот, наверное, все-таки связано со страхом, с тем, что нас все это время запугивали. Плюс мы видели, что происходит с людьми, которые попали там на Окрестина, как их там избивали, как, ну, все, что с ними там делали. И ты понимаешь, что бы ты ни сказал, и если ты окажешься там, в Минске, с тобой будет то же самое. Поэтому, ну, наверное, как-то это тоже влияет на ответы и на вот эту реакцию на эту фамилию. Окей, давай еще раз попробуем. А Лукашенко должен уйти? Да. Верховный чиновник посвятил тебе пару абзацев текста,
и сказал, что мы ее пустили на Олимпиаду, учитывая ее БЧБшное прошлое. Да. И вообще у нее была президентская стипендия, она там получала 3000 рублей. Да. Как ты, в принципе, отнеслась к его тираде? Тоже довольно интересно, потому что, во-первых, чтобы поехать на Олимпиаду, нужно выполнить олимпийский норматив. Что я и сделала. Я олимпийский норматив выполнила, я свою олимпийскую лицензию завоевала. У нас нет такого правила, чтобы поехать на Олимпийские игры, тебе там президент твоей страны должен дать добро. Ты должен выполнить норматив. Ты его выполнил, у тебя нету дисквалификации за допинга, ты прошел все допинг-тесты, ты можешь ехать на Олимпиаду. У тебя то есть нет каких-то ограничений. По поводу стипендии, да, я получала стипендию президентскую, но не такую большую, как он назвал. Я ее получала за Европейские игры, которые были в 2019 году. То есть она была абсолютно заслуженная. Я выступила на Европейских играх, я взяла медаль. Тем более он так сильно гордился Европейскими играми. Даже есть видео, где я бежала финал 100 метров, и я выиграла этот финал, и он мне аплодировал, стоя в окружении своих близких. Поэтому я сделала свое дело, я получила стипендию за это. У тебя был какой-то период восхищения Лукашенко? Наверное, нет. Мне просто был период, когда, в принципе, мне было без разницы. Я не восхищалась им как президентом. В принципе, я думаю, что с момента, когда я уже начала сама работать, зарабатывать деньги, жить самостоятельно, я понимала, что действительно в нашей стране, чтобы хорошо жить и ни в чем себе не отказывать, нужно очень много работать. Работать на какой-то престижной работе. Но у нас довольно сложно найти работу. Нормальную работу, да, у нас можно устроиться продавцом каким-нибудь в магазине, получать каких-нибудь 400-500 рублей, но разве можно жить на 500 рублей? Поэтому я уже в тот момент, это с 18 лет, понимала, что в нашей стране не все так классно и довольно тяжело жить, и приходится реально много работать, и если бы не спорт, то, я не знаю, мне, наверное, бы пришлось на нескольких работах работать, либо действительно уезжать куда-то за границу, подрабатывать, потому что я зарабатывала с помощью коммерческих соревнований. То есть весь мой заработок был в основном за счет коммерческих соревнований. Это те соревнования, которые проходят за границей. И мне еще очень нравятся эти комментарии «я батик», наверное, или еще каких-нибудь кремлеботов, как любят называть тоже их, что они пишут, что я там жила на налоги людей, тупо из-за их налогов у меня там в жизни все было, хотя на самом деле я стояла на зарплате, получала наверное, зарплату ниже среднего, а все деньги, которые я зарабатывала их за границей, зарабатывала их на соревнованиях, и с этих денег еще платила проценты. Я платила тоже налоги с этих денег, которые я сама же зарабатывала. Тебя назвали предателем Иудой высшей пробы. Что ты по этому поводу думаешь? Мне кажется, это даже приятно, потому что сейчас действительно люди, которые... достойные люди, которые уезжают из Беларуси, их всех называют предателями, иудами. И мне кажется, что сейчас это уже как комплимент звучит. Если тебя называют предателем или иудой, то ты действительно хороший человек, который очень нужен Беларуси, но не в это время, не сейчас, а, возможно, в будущем. Ты проводила какое-то целое, не расследование, исследование, скорее, «Я батик», и вводила какой-то их общий портрет. Если коротко, можешь сформулировать, что это за люди? Мне кажется, что это люди, которые, они, может, обижены чем-то в жизни. Я их назвала рабами, но почему назвала их рабами? Потому что я наткнулась на такой комментарий от одного из них, что лучше я буду рабом, чем я буду предателем Родины. Мне нравится быть рабом и служить своему президенту. И у меня есть дом, работа, и меня это устраивает. То есть, по сути, им самим нравится быть рабами, и они этого не скрывают. Им не хочется быть свободными людьми, их все устраивает. Их устраивает работать постоянно 24/7, их устраивает получать 500 рублей. При этом они сами жалуются на то, что мало денег, на то, что они плохо живут, на то, что они питаются одной картошкой, салом и хлебом. И
они позволяют еще себе оскорблять людей, оскорблять меня. Мне постоянно поступают огромные оскорбления там, от ебатик. И когда я им отвечаю, допустим, мне приходит сообщение, там, матерное, да, я отвечаю абсолютно нормальным русским языком, без каких-либо оскорблений, уважительно, на «вы», несмотря на то, что мне там тыкают. Я пишу там на «вы», пытаюсь человека узнать, что вас сподвигло на то, чтобы вы мне написали такие оскорбления, еще и тыкаете мне, имейте хоть какое-то уважение, и если вас в детстве воспитывали, то хотя бы общайтесь на «вы», потому что мы с вами не знакомы. То есть тебя могут называть, там, не знаю, шлюхой, но на «вы», да? Да, так называют. Меня называют подстилкой польской. Там, не, да. ну ты будешь довольна, если будешь на «вы» к тебе будут обращаться, да, обзывать тебя, но на «вы». Ну, пожалуйста. Нет, ну, я так образно говоря. Ну, нет, кто-то мне пишет «вы», шлюха, подстилка, там, ну, кто-то на «вы», кто-то на «ты». Ну. А у тебя есть какой-то топ оскорблений, которые вот чаще всего происходят? Подстилка польская, бегущая крыса. Ну, Иуда — это постоянно, ну, предатель Родины, это, наверное, самое популярное, это там предательница Родины. А, еще продалась за 30 серебряников. Это тоже самое любимое. Слушай, ябатьки рабы, а спортсмены в Беларуси рабы? Да, я думаю, что в какой-то степени, да. Почему так получается? Если сравнивать, наверное, систему спорта вот в Беларуси и в других странах, допустим, я знаю, что во многих европейских странах есть такая как бонусная система в сборной, когда ты за весь свой сезон набираешь там бонусные баллы за свои медали, там какие-то рекорды, участие в соревнованиях, и потом подводится такой итог, и по этим бонусным баллам тебе выделяют определенную сумму денег, и ты сам выбираешь, куда ее тратить. Ну, естественно, есть там определенные пункты, куда ты можешь потратить. Это либо на фармакологию, либо купить себе какой-то тренажер, либо поехать там на тренировочные сборы, оплатить массажистов, врачей, тренеров. То есть ты сам выбираешь, куда тратить эти деньги. Но ты должен там потом принести отчет, где ты приложишь чеки, что ты там съездил на сбор, оплатил массажиста, там то. И мне кажется, в этом плане у них больше свободы, потому что они знают, что им нужно заработать себе эти баллы, им дадут деньги, и они сами распоряжаются этими деньгами и сами решают, что им нужно. Нужно им сейчас поехать на сбор или нужно им сейчас пойти к реабилитологу. У нас в этом плане такого нет. У нас на сбор выезжают только 2 раза в год, в то время, в которое разрешит Министерство спорта. И причем даже совершенно не важно, в это время нужен мне сбор или нет. Полная зависимость от Министерства спорта, да. И когда один человек, государство в лице Министерства спорта распоряжается судьбой спортсмена, то, в принципе, в большинстве случаев это ведет к рабской психологии. Да. У нас, по сути, вся сборная, вот, допустим, мы едем на сбор, кому-то нужно в Португалию, кому-то нужно там в Турцию, кому-то нужно в горы в Кисловодск, кому-то нужно, я не знаю, допустим, мне нужно было в Австрию к тренеру, кому-то еще куда-то нужно. Но мы не можем полететь в разные места, потому что у нас вся сборная должна лететь в Турцию. И никого не интересует, тебе вообще нужна Турция или нет. Я понимаю, что сейчас, так грубо звучит, да, там я там жалуюсь на то, что нас отправляли на сбор в Турцию, хотя кто-то не может себе позволить вообще там полететь, да, куда-то. Но во всем мире все спортсмены ездят тренироваться на сборы, и это нормально. Ребят, я напоминаю вам о том, что у нас есть глобальная цель по набору 100 тысяч подписчиков к концу этого года. Тогда Дед Мороз подарит нам серебряную кнопку. Конкретно вы можете этому поспособствовать, и мы вам будем очень и очень признательны. Объясни мне, пожалуйста, что с тобой случилось во время интервью РБК? Ты сказала им, что отдала свой голос там, своему кандидату Валерию Цепкало, которого не допустили на выборы. Да. Что такое получилось? Это я немного неправильно сказала. Я хотела... Просто на то время у меня было так много интервью, и я была такая уставшая, что иногда просто я неправильно могла там сформулировать свое предложение и говорила типа странные вещи. Я хотела сказать, что я хотела проголосовать за Цепкало. И с самого начала он мне нравился из всех кандидатов больше всех. И если бы он действительно был уже на основном голосовании, я бы отдала голос за него. Но я вообще проголосовала против всех, потому что не было именно того кандидата, которого я хотела выбрать. Почему тебе понравился Цепкало?
Чисто на уровне ощущений, я так понимаю. Ну, да, ну как-то именно из всех кандидатов он больше всего у меня вызывал доверие, может, даже с какой-то там внешней как-то. Ну, то есть вот к нему как-то больше доверия было, он как-то больше всех нравился. Хорошо, объясни мне, почему в день голосования ты поставила против всех? Ну, наверное, потому что не было именно того кандидата, за которого я хотела голосовать. Общий тренд. Мы голосуем за Тихановскую. Люди голосовали за Тихановскую вне зависимости от того, там нравится она или нет, лишь бы не Лукашенко. Угу. А ты его не поддержала. Ну, я не проголосовала за Лукашенко, это самое главное. Я поддержала свой тренд, голосовать за того, за кого хочется, а если нет того, кого хочется, значит, против всех. Угу. Окей, смотри, 16 августа 2021 года ты все-таки подписала письмо за честные выборы протестных спортсменов. Зачем это тебе понадобилось? Это было уже год этому письму, и именно мы решили сделать это в этот день. Я хотела его раньше подписать, но мы как-то пришли к выводу о том, что когда будет уже годовщина письма, что я его подпишу и таким образом проявлю свою солидарность со спортсменами и вступлю в их круги. Но на самом деле я хотела это подписать письмо уже давно, и как только оно появилось, я тоже хотела его подписать, но так как на то время у нас в семье были очень большие разногласия, даже в политическом направлении, моя бабушка, несмотря на то, что сейчас она сыграла роль в том, что я не вернулась в Минск, и в том, что сейчас я оказалась в Польше, она голосовала за Лукашенко, и она его поддерживала. И родители мужа тоже поддерживали. И из-за этого у нас в семье были очень большие разногласия, мы ссорились. Доходило до такого, что вот как раз-таки в августе, в сентябре мы так сильно ссорились, что мы могли неделю не общаться. Действительно. Даже когда однажды к нам в гости приехали родители, мы поссорились, я просто ушла из дома, я сказала, что я не хочу сидеть за одним столом с людьми, которые поддерживают Лукашенко. И, наверное, вот это как-то сыграло роль, что я не подписала это письмо, потому что родители, бабушка, они сказали, что там, если ты нас любишь, если ты нас уважаешь, то хотя бы не подписывай это письмо. Это наша единственная к тебе просьба, не подписывать письмо. Это же чистая манипуляция. Я понимаю, что это была чистая манипуляция, и я на нее повелась, потому что ближе них никого нет в моей жизни, поэтому я, можно сказать, проявила к ним уважение, как к людям, которые дали мне жизнь, и послушалась их и ничего не подписала, хотя я понимаю, что нужно было подписывать, и не нужно было вестись на их эти уговоры. И да, я бы подписала, я понимаю, мы бы очень надолго с ними поругались бы, я не знаю, как бы дальше бы мы с ними общались, как бы вообще сложилась бы моя судьба, если бы я подписала это письмо. Но я как-то просто пошла им навстречу, потому что, началось это вот, что мне там уже почти 70 лет, и ты не думаешь о моем здоровье, ты сейчас подпишешь, начнутся проблемы, а я за тебя переживаю. И просто как-то мне не хотелось вносить раздор в нашу семью, и не хотелось действительно там доводить до того, чтобы родители, бабушка, чтобы они там нервничали, и потом у них были какие-то проблемы. Смотри, очень интересный момент. Как на людей, которые голосовали за Лукашенко, влияют истории, в которых в итоге страдают их близкие и родственники того же самого режима? Вы обсуждали теперь с бабушкой ее выбор, который она сделала в августе 2020 года, и, возможно, изменения какие-то в ней? Конечно, потому что мы обсуждали это, причем я думаю, что она даже была инициатором этого разговора. Год назад, когда были у нас вот эти разногласия, я ей говорила, что ты так говоришь, и ты его поддерживаешь только потому, что это не коснулось нашей семьи. Если бы это коснулось нашей семьи, вы бы все заговорили по-другому. И дай Бог, чтобы это не коснулось нас. Я не хотела, чтобы это каким-то образом отразилось на мне там, и на моей семье, но по-другому их было просто не переубедить, действительно. Они до последнего, до Олимпиады, до последнего стояли на своем, говорили, что все нормально. Да, у нас есть проблемы в стране, есть проблемы с экономикой, они сами понимают, что им тоже тяжело жить, и бабушка тоже говорит, что вот там настолько маленькая пенсия, что элементарно не хватает дожить до конца пенсии, и причем не позволяя себе какой-то роскоши, просто покупать продукты и оплатить коммуналку. Даже в этом им не хватает денег, чтобы прожить
оплачивая коммуналку и покупая продукты. И при этом ее все устраивало. Ее устраивала власть нынешняя. Несмотря на то, что ей не хватает денег, что у нее жизнь складывается не лучшим образом, что она не может себе позволить, как и европейские пенсионеры, поехать на отдых, ее все устраивает. Потому что, ну вот я же получаю пенсию каждый месяц, а в каких-то странах, она говорит, вообще у людей пенсии нет. Она вот с этим сравнивает. Потому что я так понимаю, что, скорее всего, возможно, она смотрела там телевизор, и где по белорусским новостям что-то подобное вещали. Потому что, ну, они все говорят одинаково. Все пенсионеры, они судят с той стороны, что у нас хотя бы 500 рублей пенсии есть, а у некоторых вообще нет ничего. Поэтому их устраивает хоть каких-то 500 рублей. Как она подняла эту тему по Лукашенко вот после того, как с тобой все случилось? Но она сказала, что ты была права все-таки год назад, когда ты говорила, ты была права. Да, я не понимала этого, я верила в то, что говорят по телевизору, но типа теперь, когда все это коснулось нас, я понимаю, что ты была права. Просто она в тот момент, она не верила в те новости, которые были не в телеке. Она не верила в те новости, которые были в интернете. Она говорила, что это все вранье, что это вот там люди, которые против власти, они это все придумывают, что это фейковые новости, что там на самом деле никого не избивали там на Крестина, что нет вот этих вот ничего такого страшного, что это все придумано, что никого там не терроризируют, никого не допрашивают. Но вот сейчас она понимает, что это все правда, потому что это все коснулось меня. И она мне сказала, да, что ты была права, и я в это поверила. И с ситуацией в Токио она вообще перестала верить белорусским новостям и вообще перестала их смотреть. Когда ты подписала письмо протестное, это вызвало в том числе и негативную реакцию. Что ты думаешь по этому поводу? Я понимаю, почему это вызвало негативную реакцию. Люди говорили, что вот там целый год она молчала, ничего не говорила. А уже когда коснулась ситуации ее, то она там уже решила показать себя супероппозиционеркой, подписать письмо и показывать, да, свою позицию открыто. Хотя до этого, почему она не показывала ее до этого? Просто до этого не было такой медийной огласки всему тому, что я там показывала, да, там я выставляла те же самые посты в Инстаграме, и сторисы я делала, просто, ну, никто не показывал этого. Это видели там мои 4000 подписчиков, и все, этого больше никто не видел. Это, допустим, когда к нам приезжал министр спорта в центр наш, где собирались вся наша национальная сборная, я вставала и высказывала там тоже свое мнение, говорила, что нам нравится, что не нравится. Это не выходило за рамки этого собрания. Это оставалось, можно сказать, в кругу нашей национальной команды. А что было? Он приезжает на собрание, и ты встаешь и говоришь, что? Ну, это было как раз после вот этих событий в августе. Он к нам приехал и начал говорить, что не верьте всему, что там транслируют, не верьте вот этим каналам Нехта, что там все врут, на самом деле никто там не стрелял в людей, никто ни у кого не убивал, это все фейковые видео. И тогда я высказалась Оля Мазуренок, высказалась Куделич, тоже Арзамасова высказалась, муж мой высказался. Мы все высказались о том, что это действительно правда, и не нужно нас пытаться убеждать в том, что это фейковые новости, потому что многие из нас присутствовали на этих митингах и сами своими глазами видели, какое насилие в отношении людей применяется. И я вставала, говорила, что не нужно нас тут, ну, потому что был разговор о том, что если, типа, кто-то будет из спортсменов свое мнение высказывать, то будете отчислены из сборной, вас уволят с работы. И я сказала, что не нужно нас всех запугивать, что вы привыкли все время нас чем-то пугать. Вы привыкли пугать нас отчислением из сборной, вы привыкли пугать нас тем, что мы не поедем на сборы, вы привыкли пугать нас тем, что вы уволите нас с работы. Но мы не боимся там быть уволенными или отчисленными. Мы все люди, у нас, как я говорю, 2 руки, 2 ноги, голова. Мы все можем найти себе работу, мы можем найти применение в жизни. Это не значит, что если мы спортсмены, то теперь все вокруг спорта крутится, и нами можно управлять как хотите. Поэтому я вам сказала, что не нужно нас там пытаться запугивать. Мы все сильные люди, и это не прокатит с нами. Я пока готовился, услышал фразу «двустульчатая». Слышала раньше? Да. Что ты в нее вкладываешь? Ну, что я, типа, и на той стороне была, как бы, и на этой, но... Тебя обижает?
Меня не обижают, но где хоть один пример того, что я была на той стороне и поддерживала каким-то образом власти. Я не голосовала за него, ни разу не поддерживала, нигде не участвовала ни на каких мероприятиях, на которых присутствовали те спортсмены, которые его поддерживают. Да, я там не кричала на весь мир о своей позиции, потому что все-таки я переживала за безопасность не себя, я не боялась там за себя, да, я всегда думала о своих родителях, о муже, о брате, потому что даже когда вот после вот этой встречи с министром меня вызывали в кабинет главного тренера, и он мне сказал, что мы поняли, что типа тебе плевать на себя, что ты там за себя не боишься, что если тебя там уволят, тебе без разницы. Но у тебя же есть мама, у тебя есть брат и есть муж. Ты хочешь, чтобы твоя мама работала, ты хочешь, чтобы твой брат учился, и ты хочешь, чтобы твой муж тоже работал. Поэтому подумай о них. То есть они напрямую говорили, что если ты откроешь рот, то потеряют, значит, работу твои близкие. И только, из-за тебя. И моей маме действительно на работе поступали такие предупреждения. Ее вызывал начальник. И он ей сказал, если ваша дочь еще раз где-то что-то скажет, скинет какой-то пост или сторис, то мне приказано вас уволить. Это было где-то 2 раза. Это было вот в августе прошлого года. И, по-моему, это было еще раз там в сентябре, наверное, тоже прошлого года. Поэтому просто исходя из того, что я понимала, что моим родителям нужно... У меня, тем более, отец не работает, он инвалид. У него очень большие проблемы с сердцем. У меня работает только мама. И я понимала прекрасно, что если мама потеряет работу, то как дальше будет жить моя семья? Мне придется их содержать. Меня тоже уволят, да, с работы. И нам каким-то образом всем нужно будет искать новую работу. А с учетом этих обстоятельств вряд ли кто-то захочет мою маму в Климовичах взять на работу. Мне тоже будет сложно, скорее всего, ее найти. И тогда что нам всем придется делать? Еще и отец, который не может работать. У тебя был пост до Олимпийские. Что я сделаю после Олимпиады? Вот прям списочек там был. Сменить машину, пойти на курсы кулинарии, повидаться с родственниками. Что из того списка в итоге тебе удалось? Ничего. Вместо курсов кулинарии я пошла на курсы польского языка. Вместо сменить машины я осталась просто без машины, потому что она осталась в Беларуси. Повидаться с родственниками тоже так и не удалось, но за это время в моей жизни произошли новые знакомства, новые встречи. Я встретилась со многими людьми и надеюсь на то, что с некоторыми из них мы продолжим нашу дружбу, наше общение. То есть у меня появилось очень много друзей новых, очень много товарищей. И я думаю, что я приобрела намного больше, чем потеряла. Тебе обидно, что для такого буста, роста популярности легкоатлету нужно попасть в международный скандал, и что скорее международный скандал поможет больше, чем даже олимпийская медаль? В какой-то степени да, потому что, как мне сказали, что даже если бы ты выиграла олимпийское золото, никто бы о тебе не знал. Но вот из-за вот этой ситуации о тебе знает весь мир. Ты согласна? Нет, я не согласна, потому что я думаю, что если бы я выиграла олимпийское золото, то об этом узнал бы весь мир, потому что, в принципе, в спринте у нас всегда принято считать, что лидируют темнокожие. И за всю историю мы знаем только один единственный случай, когда олимпийской чемпионкой стала белоруска Юлия Нестеренко. Я еще помню, когда я только начинала там свою спортивную карьеру, мне было где-то 18 лет, и я побила там какой-то рекорд Беларуси очередной. Меня там журналисты прозвали «Вторая молния», «Вторая Юлия Нестеренко». На что я им ответила, что я не Юлия Нестеренко, я Кристина Тимановская, и я это докажу. Вот. Но да, я все-таки думаю, что если бы я, какая-то там Кристина Тимановская из Беларуси в Токио выиграла бы 200 метров, об этом явно заговорил бы весь мир. Потому что последний раз, наверное, 200 метров среди белокожих, может быть, вообще никто не выиграл за всю историю Олимпиады. Поэтому я не сравниваю. Объясни еще не специалистам. Смотри, весь скандал возник из-за того, что тебя захотели поставить на не твою специальность. Почему это неправильно и почему это может навредить здоровью спортсмена? Ты бежишь свои 200. Да. Я как минимум понимаю, что это по прямой.
Это вираж и прямая. Да, а эстафета, это еще и палку Целый передавать круг. надо, значит. Нет, там дело не в том, что нужно палку передавать. Я бегала эстафету 4 по 100. На Европейских играх я бежала в эстафете 200 метров, тоже принимала, отдавала палочку. Разница именно в самой дистанции 200 метров и 400 метров, потому что здесь абсолютно разная биомеханика бега. Здесь как можно получить травму, допустим, да, на той же дистанции 400 метров, можно начать бежать ее слишком быстро, потому что, допустим, я никогда не бежала 400 метров. Я не знаю, как вообще разложить дистанцию, потому что те, кто бегает, они знают, что тут нужно пробежать помедленнее, здесь нужно ускориться, здесь вираж, нужно отсидеться за спиной другого человека, там нужно выйти. Но это я уже потом все это в ходе этих 3 месяцев я заинтересовалась, как бегать эту дистанцию, и там для себя какие-то нюансы выделила. Я, например, могла бы начать бежать точно так же, как 200 метров, и где-то в середине дистанции у меня могли бы начаться какие-нибудь спазмы, и надорвалась бы мышца. Все. И на этом бы закончился мой сезон, и, возможно, я выпала бы из строя на несколько месяцев вперед. Я не утверждаю, что это бы случилось, но такое возможно, потому что бывают ситуации даже на соревнованиях, когда спортсмен бежит, у него там хватает задняя, она надрывается, все, он выпадает на 4-6 месяцев. Смотри, видео, которое ты опубликовала, которое бабахнуло, потом было удалено. Угу. Говорилось, что тебе позвонили и сказали, что, Кристина, одумайся. Что это был за звонок? Да, мне позвонил старший тренер по спринту из Минска. Она мне сказала, что удаляй там срочно видео, потому что это видео уже увидели в Министерстве спорта, и пока еще не поздно, ты можешь его удалить, и ничего не произойдет. Я ей сказала, что я не хочу ничего удалять, почему я должна удалять, что здесь такого. Вы, говорю, сначала разберитесь с главным тренером, который принял это решение, а потом, говорю, звоните мне. На что она сказала, что я тебя предупреждаю, что по возвращению домой у тебя ждет штраф довольно большой. Она не назвала сумму, но она сказала, что тебе придется постараться, чтобы его выплатить. Она сказала, что с работы, скорее всего, тебя уволят, будет стоять вопрос по поводу твоего нахождения в сборной. А дальше все зависит от того, удалишь ты видео или нет, и что ты дальше будешь делать. Ага. Ты все-таки удалила? Да, мне позвонила бабушка тоже, позвонил муж, они сказали, что лучше там удалить, все, просто настраивайся, тебе через 2 дня бежать, зачем тебе там нужно это. Я удалила, но его уже успели расхватать белорусские СМИ, и спустя 4-5 часов мне просто прислали скриншоты и записи о том, что по белорусским каналам, по телеку и по телеграм-каналам начали показывать это видео, начали меня оскорблять, называть уже все недобегуньей, говорили, что моя последняя Олимпиада, что моя карьера спортивная на этом закончена. То есть они очень быстро среагировали? Да, буквально через пару часов. Плюс они еще сказали, что я психически больная, и что мне вообще нужно не на Олимпиаде выступать, а нужно в психической клинике лечиться. Угу. У тебя было ощущение, что из тебя хотят сделать сумасшедшую? Именно в тот момент, когда мне это все прислали... в общем и целом, потому что потом же они официально выкатили версию, что ты не в порядке, и поэтому тебя собирались этапировать домой. А в тот момент просто мне как-то было все равно, я подумала, это же белорусские СМИ, как можно к этому вообще серьезно относиться? Но спустя время какое-то, я уже поняла, что они пытаются сделать из меня больную какую-то, а потом через день или через 2 дня ко мне вообще приходил какой-то психолог в комнату, где я жила в Токио. На шамана похоже, да? Да, довольно такой, мне он как-то сразу не особо понравился еще с порога, потому что у него такая внешность не очень приятная. И он такой зашел ко мне, говорит, мне сказали, что у тебя тут проблемы, ты тут чуть ли не головой об стену бьешься в истерике, и мне нужно провести с тобой терапию. И я на него стою, смотрю, говорю, окей, я стою перед вами, по-моему, я головой в стену не бьюсь, у меня все нормально, говорю, терапия закончена, спасибо, можете выходить. Он такой, нет, я все-таки хочу с тобой поговорить, можно? Я говорю, хорошо, давайте поговорим. Он увидел, что у меня телефон в руках, сказал, говорит, можешь оставить свой телефон в комнате, закрыть дверь и просто выйти без телефона. Я говорю, ладно. Оставила телефон в комнате, вышла. У нас там такая, как общая была комната, как гостевая, да. Там стоял стол, стулья. В общем, мы там сели. Он говорит, хочу провести такую терапию. Давай представим, что ты это министр спорта, а я это ты. И ты должна сейчас на меня, кричать, а я буду тобой, и я буду, извиняться.
Я думаю, наверное, из нас двоих проблемы с психикой явно не у меня, по-моему. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, давайте, ваша идея прикольная. Я говорю, начинайте. Он что-то начинает такой, стоит такой, да, там, Сергей Михайлович, я виновата, простите меня, там, дурную, ну давайте, там, типа, лишите меня премии, там, накажите меня, там, бла-бла. И смотрит на меня. Я говорю, что? Он такой, ну, кричи. Я говорю, зачем? Он такой, ну ты же министр спорта, ты должна на меня кричать. Говорит, кричи. Я говорю, я не буду кричать. Он переходит типа сюда, становится за мной такой, сделал вид, что типа он это министр, там что покричал, там типа и ты такая, сякая, опять перешел на тот стул, опять сел такой, типа опять начинает извиняться. Я вот так сижу, думаю, что происходит? Реально. И он такой говорит, ну давай, кричи. Я говорю, я не буду кричать. Говорю, конечно, извините, пожалуйста. Говорю, ну я этой фигней заниматься не буду. Он такой, не хочешь, да? Я говорю, нет. Он такой, а что ты не плачешь? Я говорю, зачем? Он такой, ну тебе же плохо? Плачь. Я говорю, я не буду плакать. Он такой, ну тебя же там типа оскорбляют туда-сюда, ну тебя же домой хотят отправить, плачь давай. Я говорю, зачем вы это делаете? Я говорю, вы хотите поиздеваться, ну что вы хотите? И в этот момент мне просто повезло, чтобы зазвонила дверь, пришел Шумак, пришел Шумак, да, сказать, что мне нужно собрать вещи, чтобы улететь домой. И, слава богу, вот этот мега-сеанс по моему излечению закончился. Меня излечили, слава богу. Вот. Но это было очень прикольно. Но в тот момент я подумала, в тот момент было так же смешно, как мне сейчас? Тогда я смеялась. Я сидела, я смеялась. И я говорю, вы понимаете, что это какой-то бред? Говорю, что вы вообще делаете? А он на серьезном лице, у него прям максимально серьезное лицо. Он говорит, я пришел провести терапию, тебе это нужно. Я говорю, мне нужно, чтобы вы просто ушли. Говорю, мне не нужно с вами разговаривать. Было похоже, что он из тебя изгонял демонов. У тебя по этому поводу же было, насколько я понимаю, это та пачка, объясни мне, было какое-то покаяльное интервью БТ. Да. Мне показалось, что ты там была заплаканная. Да, я была у себя в комнате. Это было, наверное, на второй день после видео, которое я опубликовала. Я не спала всю ночь. Ко мне как раз вечером пришел Моисеевич, главный тренер, и сказал, смотри, какая последовательность. Сеанс, когда из тебя выгоняли демона. Это уже было потом. Это уже было после этого видео. Последовательность была в том, что я опубликовала видео вечером. Этим вечером ничего в Токио не происходило. Единственное, что происходило, это по белорусским телеканалам меня там полоскали просто во всю мощь. И плюс к этому у меня... Государственным каналом? Да, государственным. У меня там в Инстаграме начала происходить просто какая-то жесть. У меня там поступали угрозы, оскорбления. Я просто выключила интернет и все. На следующий день до вечера, до часов 6, тоже ничего вообще не происходило. Я съездила, сделала тренировку, вернулась. Я даже встретилась в коридоре с Моисеевичем, он мне ни слова не сказал. Я такая думаю, окей, все хорошо, значит. Потом вечером в 6 часов он ко мне пришел, и был вот этот разговор. Я как раз, он начался все с того, что ты понимаешь, почему я к тебе пришел, вот этот твое видео дошло уже до самого высокого уровня в Беларуси, и там поступил указ, тебя срочно убрать с Токио, вернуть тебя домой, тебе там придется объясняться, разбираться, нам сказали тебя убрать из сборной, уже сказали тебя уволить с работы, там туда-сюда, и я поняла, что что-то наверное, сейчас нужно что-то предпринять. И единственное, что мне пришло в голову, пойти сходить в комнату за телефоном и включить диктофон. Я ему сказала, я ему говорю, что извините, там мне мама звонила, нужно ей срочно было ответить. Говорю, можно я отвечу? Он такой, да, хорошо. Я сходила за телефоном, в карман его положила, и все. И слушай, то есть у тебя не было такого, что там, когда, что тебя кто-то там скоординировал, что Кристина, чуть что, записывай? Нет, я почему-то сама. Я ты... боевиков пересмотрела просто. Я смотрела фильмы, и я вспомнила ситуацию с фильмом, когда люди там записывают, чтобы потом, в случае чего, использовать это как доказательство там своей невиновности, потому что я понимала, что речь идет о том, что кто-то из Беларуси, из Минска приказал меня отвезти в Минск, чтобы со мной там разбираться. По поводу чего? По поводу того, что я рассказала правду. Не со мной же должны разбираться с ним, с тренером, с Моисеевичем, с Шумаком. С ними должны разбираться с тем человеком, кто не уследил с этими пробами. Почему со мной должны разбираться?
И я решила это все записать. А потом вот в этот разговор... Но ты сама от себя офигела? Ну, просто это эмоции, это стресс, это прецедент. Я так понимаю, что до этого ты разговоры не записывала никогда. Записывала. Я до этого записывала пару разговоров в Минске, когда после поста моего в августе меня вызывали тоже на разговоры. Пост был против насилия, и после этого поста меня тоже вызывали на разговоры, и там тоже были такие слова, что если ты там еще что-то запостишь, то ты не поедешь на Олимпиаду или там потеряешь работу. В принципе, я сказала, что потерять работу мне не стрёмно, потому что, по-моему, у меня руки, ноги, все, голова есть. Я работу найду. То есть пугать меня работой – это последнее дело. Я говорю, если хотите меня уволить, можете уволить прямо сейчас. То есть мне абсолютно плевать там на эту работу. По поводу Олимпиады, да, я парилась, потому что я знала, что там 10 лет я занималась спортом, я очень хотела на эту Олимпиаду, с трудом выполнила этот норматив. За эти 2 года пережила огромные проблемы со здоровьем, плюс в детстве я практически была инвалидом, а сейчас я профессиональный спортсмен, и я понимала, что я хочу ехать на Олимпиаду, и мне, наверное, нужно помолчать, потому что нам всем конкретно сказали, будете писать, на Олимпиаду не поедете. И мы знаем 3 человек из сборной, которых убрали за их мнение. Кравченко, Куделич, Арзамасова. Их убрали за их высказывания. И у ребят просто не было никакого шанса на будущую свою карьеру в Беларуси. Им пришлось закончить. У тебя те разговоры хранятся еще на телефоне? Да. Как памятник эпохи, да? Да, на всякий случай хранятся, да. Из всего, что мы услышали, в принципе, надо отметить, что это очень удивительная запись. 3 вещи, на которые я обратил внимание, такой мой топ дичи, который я услышал. Давай сверим ощущения. Тебе говорят, тебя опять круговорот дьявола берет. Так люди с суицидом заканчивают. Это угроза? Кстати, в тот момент я эти фразы вообще не слышала. Действительно, у меня... Я помню этот разговор с ним, я помню, что практически там с самого начала я начала плакать, потому что я понимала, что все, в принципе, меня хотят везти обратно домой, и у меня уже в голове появлялись вот эти картинки, что меня ждет дома, что меня отправят в эту клинику психиатрическую, потому что об этом уже везде вещали, что я больная. Либо меня там на какой-нибудь Окрестино завезут, либо меня там будут пытать где-нибудь и снимать такие же видео, как снимают с Протасевичем. И я уже была погружена в свои мысли, и я не слышала практически ничего из того, что он говорил. И когда я потом эту запись переслушивала, вот тогда у меня был шок. Я понимала, что он мне говорил, а у меня в тот момент как просто такой шум в ушах. Я вижу открывающийся напротив меня рот, но не слышу абсолютно ничего. И вот потом я, когда переслушивала, я думаю, как вообще можно было такое говорить, потому что в принципе, с главным тренером у нас всегда были хорошие отношения, я обращалась к нему за помощью, и он мне там говорил, что ты там мне чуть ли не как родная дочь, я там за тебя переживаю. Неужели он мог бы своей родной дочери так говорить? Вот мне бы хотелось у него спросить, он бы сказал так своей дочери? Знаешь, что самое интересное? Народ скажет, дура, могла бы жить, кому-то что доказала. Ты в итоге дура? Нет. Объясни, почему. Во-первых, я не позволила себя унизить, я не позволила управлять собой, я как свободный человек поступила, я сделала выбор в пользу свободы, и сейчас у меня есть большие перспективы, у меня есть будущее, которого меня могли лишить. Бежать или лежать? Бежать. Nike или Adidas? Nike. Бело-красно-белый или красно-зеленый? Бело-красно-белый. Стейк или торт? Стейк. Мирончик Иванова или Недосеков? Господи, Мирончик. Почему? Не знаю, она девочка. Солидарность женская. Климовичи или Минск? Климович. Почему? Родной город. Усейн Болт или Тайсон Гей? Болт. Почему? Потому что он крутой спринтер. Дожинки или рождественский турнир по хоккею? Пускай будет турнир. Почему? Вообще не то, я не знаю. Деньги или независимость? Независимость. Олимпийская медаль или возвращение домой? Если возвращение домой, то только после того, как Беларусь свободной станет. Кто герой? Домрачева, которая взяла медали, но молчала, или Тимановская, которая не взяла медали, но не молчала? Я не могу назвать себя героем все равно. Домрачева герой за то, что она действительно очень, очень хороший спортсмен и очень много завоевала медалей. А человеческую
стороне... Если с человеческой стороны, то я думаю, что, может быть, тогда я. Но если как спортсмен, то она. Как ты отреагировала на вот ту историю с братом Домрачевой? Не понимаю вообще полностью. Если бы с моим братом такое произошло, я бы точно не молчала. Я не понимаю, почему. Я не знаю, ну, может быть, ее тоже запугали, может быть, ее там вообще вызывали в кабинет, и конкретно с ней велся какой-то разговор. Я, только таким образом могу это себе объяснить. Спортсмен настолько серьезного уровня, а как бы это герой боевика, супер, да, супергерой, не имеет слова в нашей стране и не имеет веса. Я думаю, что она имеет слово, и она могла высказаться, и за ней бы пошли люди, и за ней бы потянулись, и, возможно, к ней не было бы... Хотя, да нет, к ней бы тоже были применены какие-то действия, 100%, но... Я не знаю, она с ее достижениями, с ее известностью должна была говорить. Если она, конечно, имеет противоположное мнение. Если она поддерживает, то тогда нет вопросов, конечно, все понятно. Поддерживает то, что ее брата бьют? Нет, поддерживает власть, да, и то, что ее брата бьют, то да. Если она это поддерживает, то тогда понятно. Но если она против этого, то, по моему мнению, она должна была хотя бы что-то сказать. Почему тебя так удивила шумиха, которая возникла с этой историей? Меня больше... Ты испугалась в какой-то момент, когда поняла вообще объем этого всего? Конечно, да. Что это был за момент? Ты залазишь в телефон, а там, я не знаю, CNN, BBC? Не, я это увидела потом, спустя пару дней. Я даже когда первые дни была еще в Токио, я жила в посольстве польском, в штаб-квартире. У меня взяли, по-моему, там несколько интервью, наверное, тоже BBC кто-то брал, но я не видела ни одного этого интервью, я не видела ни одной новости, потому что я просто старалась поменьше заходить в интернет. Если я только заходила в Инстаграм, у меня там просто все разрывалось, и как-то мне не хотелось этого всего читать, поэтому я там особо не видела новостей. Единственное, что мне когда звонили родители, они говорили какие-то новости, но, естественно, родители, если они что-то видели в интернете, это одно дело, а то, что говорили по белорусским телеканалам, это абсолютно другое. Бабушка мне звонила и рассказывала, что вот там... Это ведь очень трогательный разговор, потому что бабушка тебе позвонила и была первой, кто сказал, что лучше бы ты не возвращалась. Да. Как это было? Это было практически в последний момент, потому что вот если вернуться к ситуации, когда на меня нашел самый такой большой страх, это было именно вот в этот момент, когда они пришли и сказали, что у тебя есть 40 минут собрать вещи и лететь домой. У меня тогда как вот кипятком ошпарило. У меня такое вот все просто загорелось, все тело. И я вообще, я стою, думаю, что делать? Собирать вещи, не собирать. Я думаю, а если я не буду собирать? Они без вещей меня затолкают в самолет или сами соберут мои вещи? И я их не собирала. Они ходили ко мне каждые 10 минут, они сказали, что если ты не можешь собрать вещи, мы сейчас за тебя их сами соберем. Я сказала, ладно, хорошо, не нужно трогать мои вещи, я их соберу сама. Потом я их собирала не 40 минут, я собирала их 1,5 часа, я тянула время, потому что я связалась в этот момент, с представителями Фонда спортивной солидарности и спросила, что мне делать. Они мне сказали, принимай решение, ты едешь домой. А фонд появился когда? После твоей записи, вот первый, после сторис? Даже, наверное, через день или через 2, когда уже по белорусским каналам начали меня полоскать, и мне просто... Я вообще до этого с ними общалась периодически, задавала какие-то вопросы. Мне позвонил просто директор фонда и спросил, а ты знаешь, что про тебя говорят на белорусских каналах? Я говорю, да, знаю. Он говорит, а как ты к этому относишься? Я говорю, мне все равно, это же белорусские каналы. Одни дураки, говорю, что их слушать, что ли? Он такой, я бы на твоем месте задумался, потому что про тебя там очень прям плохо говорят и пытаются сделать из тебя больную. Я говорю, хорошо, я посмотрю. И все. А потом, уже когда мне сказали собирать вещи, я уже позвонила ему и говорю, а что мне делать? Он говорит, решение за тобой. Хочешь, лети в Минск. Но я не знаю, что с тобой там будет. А ты реально сомневалась до последнего момента, возвращаться тебе или нет? То есть ты предполагала, что ты можешь вернуться? Да. Чтобы что? Не знаю. Я вот думала, что будет, если я вернусь. А у тебя был какой рейс? Пересадка в Стамбуле? Да. И вот я ему говорю,
что может со мной случиться в Минске? Он говорит, я не знаю, тебя могут отпустить домой, а потом вызвать на какие-нибудь интервью. Это в самом таком лучшем, случае. Но, судя по тому, как про тебя сейчас говорят, он говорит, скорее всего, с аэропорта тебя заберут либо куда-нибудь там в новинки, напичкают таблетками и будут показывать, что ты действительно больная, либо на какое-нибудь Окрестино повезут, какие-нибудь там показания давать и что-нибудь такое. Он не утверждал, что он уверен в этом на 100%, но исходя из того, как у нас обычно происходит, то это как бы самый такой оптимальный вариант, что могло бы быть со мной. И я говорю, хорошо, мне нужно тогда подумать, потому что я до конца не уверена, что со мной что-то плохое случится. И я созвонилась с бабушкой. Бабушка тоже сомневалась. Она говорит, что, наверное, тебе не нужно возвращаться, но куда ты полетишь и что ты будешь делать? Говорит, давай ты вернешься, дома там соберешь вещи, документы соберешь, и вы с Арсением там уедете. Я опять звоню в фонд, говорю, давайте так, я вернусь в Минск, дайте мне 2 дня, я соберу свои вещи, мы с мужем там сядем и уедем куда-нибудь, выберем страну, уедем. Он говорит, мы не даем тебе гарантии, что если ты вернешься в Минск, что мы поможем тебе оттуда выбраться, и если у тебя вдруг появится подписка о невыезде, то ты уже не выедешь. Я опять звоню бабушке, говорю, так и так, говорю, и что, если что будем делать? Она говорит, не знаю, говорит, давай приедешь в Климович, а уже в Климовичах там будем решать. Если что, в Россию поедешь, там с границами попроще. Я говорю, ладно, хорошо. А бабушка у тебя моральный авторитет, я так понимаю. В семье бабушка решает, да? Да, она с детства, как-то со мной. Она же и занималась моим здоровьем в детстве, по всем больницам всегда со мной ездила, потому что там родители бесконечно работали, и как-то бабушка взяла все на себя ответственность. А чем бабушка пользуется? Вайбер, телега? У нее все есть. Инстаграм, Телеграм, Вайбер, Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, ТикТок, вообще все есть. Она не ведет там активно, везде сидит, все смотрит. Она прям очень активна. И о чем вы договорились в итоге с ней? На тот момент мы решили, что я собираю вещи и лечу в Минск. Мы еще договорились, что пока я буду лететь из Токио в Стамбул, по дороге, возможно, она там посмотрит новости, позвонит там кое-каким нашим родственникам, разузнает информацию, и если что-то не так, то в Стамбуле я просто не сяду на самолет до Минска, а выйду с аэропорта и там уже позвоню в фонд, и мы решим, куда дальше. Я собирала вещи, уже все, вышла с Олимпийской деревни в сопровождении 3 человек. Это был этот психолог, Шумак, и 3-й был представитель НОКа, но, если честно, я уже не помню даже, как его фамилия. И как раз, когда мы выходили, мы немного задержались, потому что Шумак заметил, что у него нет аккредитации, и он побежал быстро за аккредитацией. Мы стояли там что-то минут 5, думали, ждать его, не ждать. В итоге они решили его не ждать, поехать без него. И вот я садилась уже в машину, они загружали мои вещи в багажник, я открыла дверь, смотрю, бабушка звонит, а у меня еще как раз Wi-Fi ловил, то есть еще там 5 метров, все, он бы не ловил. И я поднимаю трубку, и я говорю, да, алло, она говорит, тебе нельзя возвращаться в Минск. Все, то есть я говорю, ты уверена? Она говорит, да. Я говорю, 100%. Она говорит, да. Я говорю, хорошо, я тебя поняла. Все, я ложу трубку, она мне больше ни слова не сказала. Я быстро пишу директору фонда, что я в Минск не хочу. Делайте что-нибудь. Я говорю, я решила не возвращаться в Минск, что мне делать? Он мне написал, что мы сейчас постараемся найти диаспору, где кто-нибудь находится, чтобы они приехали туда, в аэропорт за тобой. Если никто не приедет, иди просто к любому полицейскому. Что я и сделала, потому что никто не успел приехать. Тебя сопровождало в аэропорту 3 человека, так? В аэропорту 2, потому что Шумак, он не поехал. Как вы общались? Они ехали впереди меня. Там, по-моему, такая была машина, 3 сидения. Они ехали впереди, я ехала одна сзади. Я в этот момент еще вспомнила, что у нас были нам дали на Олимпиаде сим-карты местные. Я вспомнила про эту сим-карту, я ее вставила в телефон, и у меня интернет появился.
И я такая, боже, интернет, слава богу, это опять судьба, что ты делаешь? Но вы не общались, то есть? Нет, мы не общались. Я просто ехала сзади, я включила, я еще так боялась, что они у меня заберут телефон, и я просто вот как-то так закрылась, там телефон этот, выключила эту яркость и сидела, ну, переписывалась, типа, что мне делать, а если у меня вдруг отберут телефон, они мне сказали, спрячь, типа, паспорт куда-нибудь, чтобы они не могли его найти. Я, в общем, взяла паспорт, так вот спрятала сюда. Мне говорили, если вдруг у тебя будут отбирать паспорт, рви его. Просто я, как это, паспорт порвать? Да вы что? Не, я рвать не буду, говорю, я его просто спрячу. Короче, я спрятала паспорт. Они мне сказали, что там едет уже диаспора, но, скорее всего, диаспора не успевает, поэтому мне нужно будет искать каких-нибудь там либо волонтеров, либо полицейских, и ну, уже объяснять им, сказать, что мне нужна помощь, и чтобы дальше уже там они вникали в эту всю ситуацию. Как ты оторвалась от своих этих охранников, или они просто не особо за тобой наблюдали? Я думаю, что, во-первых, так как я, в принципе, согласилась лететь домой, и они видели, что я спокойно иду с вещами со своими за ними, они, наверное, не думали, что я там какие-то действия буду предпринимать, что я там буду обращаться к полиции или кому-то еще, поэтому они шли впереди, они везли мой чемодан, я несла портфель. Нет, портфель у меня забрал второй человек, потому что, я не знаю, кстати, почему, они забрали мои вещи, я говорю, давайте я сама понесу портфель, они такие, нет, типа, твои вещи будут у нас. Ну ладно, мне-то легче нести, ничего не надо. У меня была только такая маленькая сумочка, там в ней телефон, кошелек и этот паспорт. Паспорт здесь был. Вот, ближе к сердцу. Белорусский все-таки, его нужно теперь беречь. Вот. И я типа шла, там останавливалась попить, типа шнурок там у меня развязался, потому что я там оглядывалась, нигде не было никого, ни волонтеров, ни полиции, ни вообще ни людей не было, никого. И у меня просто паника, я понимаю, что никого нет. Потом я попросила их, я увидела туалет, я говорю, мне нужно срочно типа в туалет, да, можно зайти? Они такие, да, я из туалета, я написала, что здесь нет никого, ни полиции, ни волонтеров, типа, что мне делать? Эти ребята говорят из фонда, что волонтерам еще ехать минут 20 до аэропорта. То есть они прям могут вообще не успеть. Говорят, если что, рви паспорт, у тебя просто нет другого варианта. Если там никого нет, у тебя вариант только рвать паспорт. Я говорю, ну хорошо. И тут мы вот подходим до стойки регистрации, и как раз я вижу, что вот они идут где-то 2-3 метра передо мной, и здесь через 3 метра стоят 2 полицейских. И я так замедлила немного шаг, они шли впереди, они как-то не оборачивались на меня, и я просто свернула в сторону полицейских, заранее в переводчике написала, что мне нужна помощь, подошла, я им показала, они ничего не поняли. Они смотрят в переводчик, ничего не понимают, и начинают мне типа туда, вам туда, а там как раз была регистрация на Минск. Я им говорю, нет, типа не туда, смотрите в телефон, мне говорю, I need help, они не понимают. И тут в этот момент волонтер стоял с аккредитацией, и он подошел, увидел, что я написала. Он такой начал на английском спрашивать, а что случилось? И я ему объяснила, что меня хотят отправить домой, что я не хочу домой. Говорю, меня тут насильно везут, что я должна еще завтра выступать на Олимпиаде. И он это все объяснил полиции. Они сразу засуетились, у них такие глаза. Мне кажется, это произошло буквально за каких-то 20 секунд. Как раз в это время те, кто меня сопровождал, они обернулись, они увидели, что я стою с полицией, они начали идти ко мне, подошел ко мне вот этот как раз Снока, он меня так за руку обернул, говорит, типа, что ты делаешь? Я говорю, я забыла. Он, что забыла? Я говорю, телефон забыла в деревне в Олимпийской, который в руке держу. Он такой, что ты врешь, какой телефон? Я говорю, тот, нам дарили телефон. Я говорю, тот, который нам дарили, типа, я забыла его в тумбочке. Он говорит, ну-ка быстро иди на регистрацию. Я говорю, нет, я не пойду на регистрацию. И тут этот волонтер мне говорит, это они? Я говорю, да, это они. И он переводит это все полицейским. Полицейские просто их от меня так рукой отталкивают, забирают у них мои вещи, все, отводят меня в сторону. И единственное, что я слышала, что этот человек с ног, он позвонил кому-то и сказал, ну все, началось. Она пошла к полиции. Ну и все. А дальше уже меня увели в полицейский участок, и я их уже не видела. Ты понимаешь, что ты уже теперь по уши в политике? Ну, я
Я не могу сказать, что я политик, там, я не Не стала политик, политиком. просто- В политике, да, но как мне там просто говорят, все, там теперь спортивная карьера закончена, начинается политическая карьера. Ну, это, конечно же, не так, потому что я уже вернулась к полноценным тренировкам, все равно я продолжаю дальше заниматься спортом. Но да, я понимаю, что теперь уже моя фамилия тоже связана с политикой, тем более прикольно, что моя фамилия довольно одинакова с фамилией У меня Тихановская. часто дает вместо Тихановской Тимановскую. Да, это тоже такое интересное совпадение. А вы общались с ней? Нет, мы должны были созвониться, но почему-то не получилось. Не знаю, почему, может. Фамилию, может, нет. Может быть. Я должна была, на самом деле, принимать участие в Международном экономическом форуме, но тоже у меня не получилось туда поехать в связи там, с разными обстоятельствами, поэтому я думаю, что если бы я туда поехала, мы бы там встретились, естественно, поговорили бы, но этой встречи тоже там не произошло. Сейчас ты интересуешься как-то политикой? Ну, я и до этого новости-то читала, не могу сказать, что я там вообще не читала никаких новостей, мне было все равно. Я читала новости и сейчас читаю, но могу сказать, что читать новости, да, это мало. Нужно понимать. То есть, допустим, новость про санкции. Вводятся очередные санкции против Беларуси. Окей, я прочитала, но нужно же понимать, для чего эти санкции, как они повлияют на ситуацию в Беларуси, помогут ли эти санкции Беларуси стать свободной, да? То есть, нужно в этом разбираться. Я не могу сказать, что я до конца в этом всем разбираюсь, потому что, это нужно время, чтобы понять вообще, как все это действует. Возможно, нужно, чтобы, не знаю, какой-то человек объяснил, да, вот почему эти санкции ты гуглишь так что-то повлияют. периодически? Конечно, да, я гуглю, тем более я смотрю же там белорусские нормальные новости, именно тех белорусов, которые уже признаны экстремистами. Вот, эти каналы я смотрю, эти все новости читаю. Вот как ты считаешь, есть мнение, что вот наша позиция, наша говорю, потому что у меня тоже она была, я политикой не интересуюсь, она привела к тому, что мы сейчас имеем. Насколько ты разделяешь эту точку зрения? В принципе, мне всего только 24. Я вообще в голосовании принимала участие только 2 раза. И, кстати, 2 раза голосовала против всех. Вот. До этого я вообще никогда не голосовала. То есть у меня до этого-то и права выбора не было, и права голоса не было. Это решение принимали уже, можно сказать, наши родители, бабушки, дедушки. Они в то время голосовали за Лукашенко, они в то время привели его к власти. Это был их выбор. Наш выбор сейчас, но молодого поколения, противоположный. Но почему-то наш выбор и наше мнение никто не учитывает уже. И это неправильно, потому что время идет, поколения меняются, и президент тоже должен меняться. Но мы же хотим другого президента. Почему нас никто не слышит? Окей. Как тебе кажется, насколько успешно ты справляешься с нынешней ситуацией? Смотря в чем, с какой стороны посмотреть. Это стресс, это скандал, это психологические сложности, это новая страна, это вынужденная релокация, это психологическое насилие. Много вещей, которые могли бы выбить из колеи. Как ты решаешь эти проблемы? У меня, наверное, ничего не выбило из колеи. У меня, наоборот, как-то появилось больше воодушевления, появилось каких-то больше идей в голове, больше силы, больше энергии, больше желания, да, что-то делать. Переезд в другую страну, понятно, что для любого человека это стресс. Но, может быть, потому что я последние 2 года тренировалась с тренером из Австрии, и не так часто, конечно, как хотелось бы, но я была на сборах в Австрии с ним, я там даже был один сбор, я провела 1,5 месяца там. Потом был еще один сбор, я еще месяц там прожила. И, наверное, из-за того, что я периодически жила в разных странах, как-то, для меня это нормально. Я как-то не чувствую там такой разницы, потому что, я привыкла на сбор летать, на соревнования. Мне всегда нравится вообще приезжать в новую страну, узнавать людей, как они живут, какие здесь правила в этой стране, да, ту же самую, я люблю разную кухню пробовать. Вот, поэтому как-то в этом плане я спокойно отношусь, я к этому привыкла, это нормально. В плане стресса,
То же самое, я уже там за спортивную карьеру столько стресса перенесла, что меня даже эта ситуация не взяла. Да, там первые 2 недели, конечно, был супер стресс, и я там даже успокоительное пила там, пару дней. Но потом как-то нормально. Просто, наверное, нужно как-то к этому более спокойно относиться, не нужно там себя накручивать, потому что было такое раньше, что если что-то происходило у меня стрессовое в жизни, там, не знаю, какая-нибудь плохая ситуация, то я там себя накручивала. Там. От того, что ты себя накручиваешь, она же еще больше становится, вот, как слоний моська. То есть ты из маленькой вот этой проблемы делаешь вот такую огромную проблему. А сейчас я как-то... у меня, во-первых, есть друг хороший, он психолог, и тоже со мной общался. Может, в какой-то степени он мне там дал пару таких советов, что просто нужно к этому спокойно отнестись, отпустить ситуацию, воспринять это как... новый шанс попробовать что-то новое, попробовать себя где-то, да, в каких-то, не знаю, новых начинаниях, может быть, что-то прикольное придумать, сделать. Плюс, опять же, даже ситуация с тем, что если я сейчас меняю спортивное гражданство, я могу попасть под 3-летний спортивный карантин. И для любого спортсмена это стресс, потому что 3 года. То есть 3 года ты не можешь принимать участие в соревнованиях, таких как чемпионат мира, чемпионат Европы. А сейчас как раз вот в эти 3 года очень много попадает в соревнований, потому что они были перенесены из-за ковида. И у меня на следующий год есть нормативы и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. И, скорее всего, что я не смогу там принимать участие. Но я абсолютно... когда я эту новость узнала, я расстроилась. Я такая все психанула. Все, думаю, тогда вообще со спортом закончу. Раз такая, 3 года, как так можно потерять 3 года? Мне 24, я выйду, там мне почти 28 будет. Все, я уже старая, там как я буду бегать? Потом я посмотрела... 28 это уже старое. Да, для спорта. Потом я посмотрела статистику, что, в принципе-то, сейчас все немножко изменилось. И если раньше спортсмены были, пик формы был там, не знаю, 22-27, да, и в это время все показывали супер результаты, а потом уже как-то после 20-28 они уходили, их уже не было, то сейчас наоборот, пик формы приходится вот в промежуток там с 27 до 32. И в это время в основном и показывают спортсмены свои топовые результаты, и у них все, я не знаю, с чем это связано. То есть это буквально там 20 лет назад был такой пик формы, сейчас он немножечко сдвинулся. И я думаю, классно, тогда получается, что у меня есть 3 года, которые я могу потратить на то, чтобы подготовиться и выйти вот в 27 лет, выйти и показать свои самые лучшие результаты. Что мне мешает, в принципе, это сделать в 27? Тем более, что у меня есть целых 3 года на подготовку. Поэтому я как-то просто немножко переосмыслила это все и, наоборот, перестала искать в этом всем негатив и начала просто вытаскивать самые позитивные стороны из всего. Какие у тебя, в принципе, впечатления о министре нынешнего спорта? Мне с самого начала он не особо нравился. У нас много раз мы с ним встречались, приезжал он много раз к нам, когда мы собирались там целой командой. 2 раза, наверное, я была у него в кабинете на личном разговоре, и каждый раз у меня к этому человеку отвращение просто. С ним вообще неприятно общаться. Во-первых, он, как по мне, так он вообще не разбирается в спорте абсолютно, он не понимает, что такое спорт, как нужно им управлять. Человек, который никакого не имел отношения к спорту, стал министром спорта. Но при этом, что он сделал вообще для того, чтобы в нашей стране спорт развивался? Что он сделал для того, чтобы на Олимпиаду поехали спортсмены, взяли медали? Ведь если бы действительно он правильно все делал, если бы он правильно управлял этой отраслью, и даже те же деньги, если бы они направляли в нужное русло, то у нас были бы результаты, были бы медали. А в какое русло они их направляют? Я не знаю. Например, до Олимпиады нам сказали, что на наш центр олимпийской подготовки выделили 600 тысяч рублей белорусских. На то, чтобы отреставрировать центр, на то, чтобы поставить там какую-то супер тренажерку, закупить какие-то классные тренажеры, чтобы мы могли готовиться, хотели там что-то еще сделать. Парковка, это ладно, они ее не сделали и не сделают. Единственное, все, что они сделали за эти 600 тысяч, они поменяли плитку
на полу и перекрасили стены. Но разве плитка и краска для стен стоят 600 тысяч рублей? Кто и куда забрал эти деньги? Я не знаю, это вопрос. При этом, что мы в это время просили тренажеры, которые нам необходимы для подготовки к Олимпиаде. Просила там Эльвира Герман со своим тренером, я просили еще несколько тренеров. И никто не купил этот тренажер. Хотя он там стоил, может, 50-60 рублей. У тебя была фраза, даже я, инстаграмовская, даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить. Поясни, пожалуйста. Не хочу сюда приплетать других людей, могу это объяснить на примере нашей семьи, моего мужа. Мой муж ушел из спорта, можно сказать, не по своей воле. Он ушел из спорта где-то 3-4 года назад из-за того, что его не взяли в сборную в основной состав. Он бегал барьеры и был вторым номером в Беларуси на барьерах. Тоже выступал, ездил на чемпионат Европы среди молодежи, мы с ним одного возраста и вместе ездили. У нас есть такие критерии. Чтобы войти в сборную, в основной состав, нужно на чемпионате Беларуси прибежать первым-вторым и выиграть Кубок Беларуси и выполнить норматив мастера спорта. Он выполнил все нормативы. Он стал чемпионом, выиграл Кубок страны, выполнил мастера спорта, стал вторым на чемпионате Беларуси. И его должны были взять в сборную. Но у нас есть, например, такие тренера, как заслуженные тренера Беларуси, у которых на всю их группу из 10 человек есть один перспективный человек, и они этим кичатся, да, и ходят, пальцы веером выставляют, что вот у меня там есть, не будем скрывать, допустим, это Мясников, у него тренируется Эльвира Герман. Вот он ходит, говорит, у меня тренируется Эльвира, и там теперь вы мне тут все вокруг все должны. Поэтому вы обязаны в сборную взять не Зданевича, а взять Синковца. Он в моей группе тренируется, он тоже бегает барьеры. И совсем не важно, что Синковец у нас бежал в то время по КМСу, занимал 4-5 место и не был вообще в призах. То есть это никого не интересовало. Его хотели поставить в сборную просто потому, что у него тренер Мясников, а Мясников тренирует Герман, которая на тот момент являлась чемпионкой Европы. То есть объясни мне тогда, а какой профит для тренера? У него чем больше его людей в сборной, тем больше что? Зарплаты. Я так понимаю, у них зависят премии, зарплаты от количества людей, от часов, которые они отработали. И чем больше, допустим, в группе мастера спорта или мастер спорта международного класса, чем выше там ставка, надбавка, прибавка к зарплате. Даже самое интересное, что я последние 2 года вообще числилась в группе старшего тренера по спринту, и мы видели документацию, где она получала за меня и за мои заслуги надбавку к своей зарплате в размере, по-моему, там даже 100% было. И никто не платил моему тренеру, который у меня был в Австрии. Все эти 2 года тренеру я платила сама со своего кармана. Никто не платил моему мужу за то, что он был моим вторым тренером и каждый день меня тренировал в Минске. Слушай, эта фраза про 100% достаточно серьезное обвинение. Ты уверена в этом? Ты это видела своими глазами? Документ, что она платила. Да, мы видели. У меня муж работал в центре. Он 2 года проработал в центре инструктором-методистом. И он как раз занимался всей документацией. И просто в один день им пришли документы, где были надбавки. Он как раз что-то делал с этими документами. И вот он открыл, увидел фамилия Володько, у Володько в группе Тимановская, Талай, Порохонько и надбавки за каждого из нас к зарплате. Я это видела своими глазами. Хотя она меня уверяет в том, что она ни копейки за меня не получала. Ребят, просто хотелось поблагодарить. Мы напоминаем, что «Жизнь Малина» — это не наш проект, это наш с вами проект, и мы вам очень благодарны за поддержку. Поэтому любая активность продвигает нас. Желательно, чтобы это были тренды первые в нашей жизни. Так что лайки, подписки, шеры. Мы будем благодарны. Объясни мне, пожалуйста, профессиональный спортсмен, в нашем случае легкоатлет, в Беларуси, что это за деньги? Как это зарабатывается вообще? Какая структура заработка? У нас, кстати, наверное, 4 года назад, где-то 4-5 лет назад, у нас очень маленькие были зарплаты. Я помню, я получала зарплату
Тогда еще... и были миллионы еще тогда, я помню. Это, может, Миллионером была, да? Миллионером, да. У меня была зарплата 3 миллиона 600. Это 360 рублей на нынешние деньги, но это просто копейки. Это поэтому в то время я еще подрабатывала расклейщиком объявлений, потому что этих денег просто катастрофически не хватало. Единственная была возможность заработать деньги, это поехать на коммерческие старты и заработать деньги там. Но мы ездили целый год, и только через год нам менеджер присылал эти деньги. То есть ты весь год зарабатываешь, а уже в конце года ты получаешь там в декабре свою заработанную сумму, но это минус процент страны, которая проводит соревнования, минус процент менеджеру, минус процент тренеру, минус налог Беларуси, и тебе остается там 40-50 максимум от твоего заработка. Вот, то есть в этом заключался основной заработок. Потом произошли какие-то перемены. Кстати, возможно, они в Беларуси произойдут. В спорте же произошли когда-то. И нам стали платить чуть-чуть побольше. С вот этой зарплаты в 360 рублей мы вышли уже на уровень 600 рублей. А потом, спустя каких-то там пару месяцев, нам начали платить 900 тысяч рублей. То есть, сейчас, насколько я знаю, в сборной все получают где-то в районе 1000 рублей. То есть, смотри, у тебя сейчас была перед Токио ставка в районе 1000? Я работала не в национальной команде, я была... Ты была прапорщиком МВД. Да, я была в спортивной команде МВД, и у меня, кстати, в спортивной команде в этой была зарплата ниже, чем в сборной. Это сколько примерно? У меня было 970 рублей, а в сборной мне говорили, что я могла получать где-то 1200. То есть 970, плюс сверху у тебя что должно быть? Какие-то надбавки, то есть была стипендия за европейские игры, это в районе чего? 2000 примерно, да? Да, там, по-моему, 2000 было. И остальное, то есть у тебя есть оклад, это примерно 1500, если в долларах, и остальное это то, что ты набежала на коммерческих стартах. Но последние 2 года из-за ковида вообще было очень плохо с коммерческими стартами, и заработка практически не было никакого. Я правильно понимаю, что западные спортсмены не имеют ставок в сборных, там, либо в командах МВД тем более? Нет, они имеют. Но у них есть клубы спортивные. У них тоже есть эти спортивные команды военные. Допустим, в той же Австрии я знаю, что девчонки, с которыми я вместе тренировалась, они тоже находятся в спортивных командах, я не знаю, в каких структурах, и они говорили, что у них там где-то 1200 евро зарплата в месяц. И это еще отдельно от спортивного клуба, потому что они могут получать вот эту ставку в команде, и они еще могут принадлежать какому-то спортивному клубу, который может им платить стипендию. То есть они и там получают. В команде у них 1200 евро. То есть в Беларуси на легкую атлетику можно жить? На 1000 рублей можно прожить, я думаю, что если... сейчас, конечно, но цены очень сильно выросли в Беларуси, и допустим, если бы я жила одна, я бы, в принципе, на эту 1000 рублей прожила. Так как мы жили вместе с мужем, плюс нужно было там и машину же заправить, то, если бы муж мой не зарабатывал столько, сколько он зарабатывал, то нам бы пришлось на всем экономить. А я правильно понимаю, что когда Арсений ушел из профессионального спорта и стал фитнес-тренером, то доход поднялся? Конечно, он очень поднял. Когда он ушел из профессионального спорта, первых 2 года он работал в центре по легкой атлетике. Он устроился туда, потому что я начала работать с австрийским тренером, и как раз из-за ковида возникли вот эти проблемы с выездом за границу, и получается, что мне нужно было тренироваться в Беларуси. Я не могла никуда полететь. А в Беларуси, в принципе, у меня не было тренера, который мог бы со мной каждый день быть на тренировках. А он стал выполнять всю эту функцию? Да, и он взял эту ответственность на себя, то есть он устроился на работу в наш центр, и помогал мне тренироваться. Каждый день приходил ко мне на тренировки. Притом нам еще обещали ему сделать надбавку за меня, за то, что он меня тренирует, или хотя бы ставить его каждый месяц на сбор и платить ему там 300 рублей. Но это лучше, чем ничего. Но это все было обещание. На протяжении года нам это обещали. Но, естественно, после августа прошлого года мало того, что обещанного мы так и не дождались, так ему еще и сократили зарплату там, на 300 рублей от той, что ему платили. Объясни мне мотивацию идти в профессиональный спорт в Беларуси, если все так, как ты описываешь. Если ты не выстрелишь, если ты не получишь президентскую стипендию, то там будет те самые по 500. Я не знаю, я, допустим, пошла в спорт просто потому, что
Во-первых, мне это понравилось. Я попробовала себя, помню, вот мне предложили поучаствовать в районных соревнованиях, выступить там нужно было прыгнуть, пробежать 100 метров, 1500 пробежать, типа пресс покачать и, по-моему, отжаться. Ну, такие детские соревнования. Спартакиада. Да, 1500 мне вообще не понравилось бежать, я пешком шла. А вот длину прыгнуть и пробежать 100 метров мне прям очень классно зашло, я там лучше всех выступила. Мне понравилось. Потом, когда мне предложили учиться в училище Олимпийского резерва, я туда поехала только потому, что я хотела свободы от родителей. У меня очень строгие родители, очень строгая бабушка, и я вообще должна была быть дома в 8 вечера. То есть мне после 8 даже нельзя было выходить из дома. Я очень хорошо училась в школе. Я даже писала пост 1 сентября и скидывала, у меня есть грамоты школьные. Там еще, правда, совсем 3, 4, 5 класс. Балл аттестата? Когда я уже закончила училище, там, я не помню, то есть 8, наверное, там с чем-то, там, что-то типа такое. Но это уже было после училища. В школе, в начальных там классах и 5, 6, 7, 8 класс я еще училась в гимназии, и там у меня был высокий средний балл, и я прям очень хорошо училась. И родители были прям за учебу, меня очень сильно дрючили по поводу учебы, действительно. Я просто с головой была в этой учебе, меня там хотели, мама хотела, чтобы я пошла в медицинский, папа там хотел, не знаю, чтобы я там куда-то еще пошла. Я вообще хотела пойти учиться на журналиста. Не знаю, мне очень нравилась эта профессия с самого детства. Я, помню, хотела в Гродно поступить. Там, по-моему, есть университет Янки Купалы, и там есть факультет журналистики. Я очень хотела туда поступить. И не поступила, потому что ушла в спорт. Наверное, поэтому. Вот. Ну, как-то мне хотелось от этого всего освободиться, да, от этой постоянной учебы, от вот этих запретов родителей, от этого постоянного контроля. И я ушла в спорт. Но в спорте первые несколько месяцев я хотела вернуться назад домой. И так думаю, лучше учиться, только не тренировки. Ну, как-то я себя переборола и осталась в спорте. Мне это просто понравилось. Ну, это твоя личная история. Но да. Если глобально смотреть на систему мотивации в плане того, что идите в спорт, ребята, зачем? Здоровый образ жизни. Ну, спорт, во-первых, закаляет характер. Спорт воспитывает людей все равно. Ну, профессионально, может быть, и калечит. Но любительский... Вот смысл какой сейчас в Беларуси идти в профессиональный спорт? Ну, если человеку нравится, допустим, ну, то есть, если ты фанат, спортом, то если он фанат, да, то почему бы и нет. Но в любом случае, чтобы в Беларуси, в белорусском спорте добиться сейчас результатов, я думаю, что просто нужно очень много вкладываться самостоятельно. Не нужно надеяться на государство, оно там не выделит огромных денег тебе. Нужно полностью надеяться на себя и вкладываться в себя. Самые большие деньги, которые ты поднимала легкой атлетикой? Были, помню, соревнования, это было в Финляндии. Я заняла 2 место, и там был призовой за 2 место 3000 евро, по-моему. Ну, правда, мне с них осталось что-то там почти 2000, потому что все проценты раздала, и осталось 2000. Но это был мой самый большой заработок за 11 секунд. А за 1 место там 5000 платили, а я проиграла вот вообще чуть-чуть. Обидно было. Да, там 1 место, там, грубо говоря, там 11:29, а у меня было 11:31. Я 2 косаря из-за этого проиграла. Ты что-нибудь скопила своим профессиональным спортом? Да, я накопила на машину. Сейчас за что вы живете? У нас муж работал и работает. Все это время, которое муж работал в фитнес-клубе, помимо фитнес-клуба он еще работал тренером. Мы там проводили тренировки на районе, он проводил тренировки на стадионе, плюс марафон. Ну, на марафоне там действительно были очень маленькие деньги. Мы проводили его там пару раз. Все, что муж там дополнительно зарабатывал, и все, что мы не тратили, мы это все откладывали, все это собирали. Также были те деньги, которые я еще заработала на соревнованиях. За эти 2 года это было очень мало. Там, честно сказать, наверное, за прошлый год я за год заработала только $1000 на соревнованиях за границей. При том, что до этого за весь год я могла заработать $10 000 на соревнованиях.
за границей, не в Беларуси, не с налогов белорусов, именно на заграничных соревнованиях. Вот, поэтому это, ну, все эти деньги мы не тратили, мы все это время их все копили, и ну, у нас остались наши эти сбережения. Угу. Сейчас, я так понимаю, вы их проедаете, и у тебя уже здесь есть некоторый местный доход, да? Да. То есть Федерация легкой атлетики дала стипендию? Нет, мне дала стипендию Польская народная фундация. Это чуть другое. И крупная компания, нефтеперерабатывающая Орлин, они тоже дали мне, предложили мне контракт как спонсорская поддержка, и теперь я являюсь частью их команды. Вот. Это что, это белорусские примерно деньги или больше? Нет, это больше. То есть все хорошо сложилось? Да, ну плюс у меня муж все равно сейчас работает, и он тоже, кстати, сейчас муж работает онлайн-тренером. И самое забавное, что в Беларуси он работал в фитнес-клубе тренером, и дополнительно от фитнеса он еще работал, ну, в свободное время тренером там, ну, в районах, на стадионах. Он работал реально с 9 утра до 11 вечера каждый день, даже в воскресенье. Здесь он работает онлайн-тренером, у него там в один день может быть, ну, 3-4 часа занятости, и у него нет тренировок по выходным он абсолютно свободен, и он зарабатывает больше, чем он зарабатывал там, работая 7 дней в неделю с 9 до 11. И при этом у нас не стоит там супер высокая цена за тренировку. Там действительно цена за тренировку стоит вот как в Беларуси. Но как-то появилось больше людей, которые у нас занимаются, и здесь реально заработок выше, чем там. У тебя было трудное детство в плане больницы? И были какие-то шунты в ушах? На что это похоже? Это такие, короче, маленькие, практически невидимые, как не шурупчики, как вот типа трубочка от чупа-чупса, только уменьшенная копия с дырочкой внутри, она вставляется в барабанную перепонку, чтобы жидкость вышла из ушей, потому что у меня в обеих ушах была эта жидкость, и нужно было ее откачать, и вот делают такое шунтирование. Ты не слышала практически или полностью, как это все происходило? На одно ухо я слышала на 80%, а на второе на 30%. То есть, ну, практически на 50%, если там в среднем, да, я не слышала. Но мне сказал последний врач, который уже делал мне это шунтирование, он сказал, что если бы вот он тогда не приехал бы в Климовичи, и я не попала бы к нему на прием, и он не увидел бы вот эту проблему с ушами, то буквально год-два, и я бы оглохла полностью, и, в принципе, мне бы уже пришлось делать инвалидность по слуху, и слух бы уже не вернули. У меня было очень много операций, у меня где-то было 5 операций, плюс помимо этих операций я в году 4 раза лежала в больнице, то есть каждые там 3-4 месяца. Что это сейчас со здоровьем? Как себя ощущаешь? Нормально вроде как. Хотя бывали такие моменты, вот, наверное, когда я прошлый год переболела ковидом, мне показалось, что я опять что-то вот плохо слышу на какое-то ухо, я начала тоже так затыкать, проверять, потом показалось, не показалось, потому что иногда, когда там закладывает, думаешь, все, опять, только не это, пожалуйста. История с твоим ковидом тоже была такой показательной для Беларуси, да? Расскажи, пожалуйста. В общем, я заболела в день своего рождения. У меня должна была быть вечеринка вечером, мы там купили огромный торт, я созвала друзей, я просто просыпаюсь утром, так как у меня день рождения, мой муж приготовил завтрак, решил меня в этот день освободить от этого. Вообще я сижу, кушаю и понимаю, что яйцо безвкусное, помидоры безвкусные, сыр тоже безвкусный. Я думаю, ну ладно, может быть, показалось. Потом он открывает холодильник, я говорю, слушай, что-то у меня, наверное, я не чувствую вкусов. Он такой, да что ты прикалываешься, типа, это не смешно. Я говорю, не, я серьезно. Слушай, да, у нас там стоит кола, дай-ка мне колы попробовать. Он наливает колу, я пью, вода. Он такой, и что делать? И я говорю, не знаю, давай позвоним нашим врачам. Я позвонила врачу нашему с нацкоманды. Она мне говорит, все, оставайся дома, никуда не выходи. Я говорю, так, может быть, нужны какие-то обследования, сделать тест на ковид, я не знаю, вызвать скорую, что-то, проверить, или вы считаете, что если у меня там пропали вкусы, то это все, 100% ковид, и мне сидеть дома, и не нужно никаких обследований.
Она там говорит, вот у нас там в диспансере эти закончились тесты, нельзя сделать, в Минске тоже нигде нельзя сделать, мы ничем тебе помочь не можем, в общем, ты оставайся дома, я позвоню сейчас главному тренеру по поводу тебя и скажу, что ты болеешь ковидом. Мне потом перезвонил главный тренер, сказал, что чтобы мы тебя в течение 2 недель вообще не видели в манеже. Если увидим, у тебя будут, проблемы. Я говорю, ну у меня же нет подтвержденного ковида, вы же не знаете, ковид это или не ковид. Говорю, назначьте мне обследование. Они сказали, ну ничего не знаем, все, сиди дома, у нас тестов нет, как хочешь, так и лечись. В итоге я вспомнила, что у меня еще, я могу лечиться в поликлинике МВД, позвонила туда, там оказалось, что можно сделать тест. Я записалась, поехала в эту поликлинику, в общем, захожу туда, и у меня просто был шок, потому что там была очередь, я не знаю, человек 150, наверное. Она должна была выходить из здания прямо на улицу, но там было что-то слишком холодно, был уже конец ноября. Людей пустили всех в здание, и получается так, что эта очередь, она выстроилась уже где приемное отделение и где регистратура, то есть она перемешалась с людьми, которые просто приходили там за талончиком к зубному врачу, там стояли люди, кто-то кашлял, кто-то там, не знаю, сморкался, то есть видно было, что половина людей действительно больных, кто-то без масок вообще стоял, никакой дистанции, ничего, мне стало в этот момент так стрёмно, я думаю, а вот если у меня нет ковида, а я сейчас буду в этой очереди и от кого-нибудь заражусь. Я так старалась подальше где-то держаться от этих всех людей. Простояла, наверное, час или полтора в этой очереди. И потом буквально сзади меня открылась дверь, и вышла медсестра, увидела, что очень много людей, говорит, я возьму 10 человек, проверить на ковид, кто там самый последний в очереди стоит, 10 отсчитайтесь и идемте за мной. Я, в общем, быстрее самая первая туда побежала, все, сдала этот тест, уехала, думаю, слава богу. В итоге мне никто не позвонил, не сказал никаких результатов. Я так и не знаю, был у меня ковид или не было, но я 2 недели сидела все-таки дома, мы там купили какие-то лекарства, я тренировалась дома, но так подтверждения нет, у меня был он или не был, я не знаю. Это нормальный уровень медицинского обеспечения спортсмена уровня национальной сборной? Я считаю, что нет. И тем более, если рассуждать о том, что на тот момент у меня уже был олимпийский норматив, и я готовилась на Олимпийские игры, которые должны были быть там буквально, это ноябрь, 6-7 месяцев, как мне кажется, что должны были хотя бы для олимпийцев сделать какие-то, может быть, привилегии в плане того, чтобы, если они почувствовали какие-то симптомы, должны были нас протестировать. Какие-то оставить, может быть, тесты, в запасе, чтобы можно было нас тестировать. А там абсолютно было всем плевать. Нас никто не проверял, если ты болеешь, все, сиди дома, чтобы тебя никто не видел. Хотя я знаю, что, возможно, почему и я заразилась, потому что были у нас действительно спортсмены, у которых был подтвержденный ковид, но они спокойно были в манеже, тренировались со мной в одном тренажерном зале. Их абсолютно не смущало, что они могут кого-то заразить. А это обсуждалось как-то внутри? Вы там, не знаю, конфликтовали? Нет? Да, это обсуждалось и с главным тренером, это со всеми обсуждалось. Они сказали, мы поговорим с тренером этих спортсменов и якобы там, не знаю, дадим им выговор за то, что эти люди пришли на тренировку. Ну и все, на этом и закончилось. Как ты себя сейчас ощущаешь не в плане шунтов, не в плане ковида, а в общем и целом твое состояние ввиду обильного стресса, который у тебя случился и случается, я так понимаю, до сих пор? Не знаю, нормально. В принципе, я уже даже писала в своем инстаграме о том, что за эти 10 лет в спорте, я там прошла через вообще разные эмоции, у меня были очень много разных соревнований, там начиная от, не знаю, районных соревнований, заканчивая Олимпийскими играми, и в целом любой старт — это огромный стресс для организма, поэтому в какой-то степени, наверное, я такая более закаленная, и несмотря на вот эту всю стрессовую ситуацию, которая случилась со мной, я как-то это нормально перенесла. Мне, первые 5 дней было очень максимально плохо. Я там не ела, не спала, я даже просто понимала, что я очень сильно похудела. Потом уже, когда муж привез весы, я встала на весы, я такая, минус 3 килограмма, прикольно. Я полгода пыталась скинуть, не могла, а тут за каких-то 5 дней 3 килограмма скинула. Так потом как-то все уже нормализовалось. Здесь был рядом муж, он поддерживал меня, там, слава богу, родители поддерживали. Очень-очень много людей поддерживало со всего мира, поступали сообщения, поэтому как-то наоборот, я очень быстро повзрослела за это время.
И, наверное, больше храбрости появилось, и как-то больше уверенности в себе, и больше сил, и в целом какое-то состояние такой легкости, наверное, свободы появилось. Ну и мне нет такого, что я там чувствую какие-то проблемы или как-то не очень комфортно себя чувствую. Ребят, огромная просьба не способствовать всеобщему трындецу, поэтому, пожалуйста, беспокойтесь про свое здоровье, носите маски и уважайте свое окружение. В чем смысл жизни? Быть свободным. А большие деньги – это важно? Ну, деньги это в любом случае важно, потому что как бы, мы-то живем все только из-за того, что, ну как, если бы не было денег, то мы бы все, в принципе, жили без крыши над головой, правильно? И нам нечего было бы есть. Но большие деньги нет, не важно. О чем ты мечтаешь? Сейчас увидеться с родными. Получается ли у тебя наслаждаться жизнью прямо сейчас? Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Опиши абсолютную идею для себя. Не знаю, Новый год, большой стол, и вся семья за этим столом, все вместе, все счастливы. И по телевизору показывают того президента, которого мы выбрали. Какой ты видишь свою старость? Беззаботную. Где-нибудь, не знаю, на пляже Италии с бокалом вина. А чем в Новой Беларуси займется Кристина Тимановская? Я бы хотела, наверное, попробовать себя в роли, не хочу сказать, что там министра спорта, но, наверное, кем-то, кто управляет спортивной системой в Беларуси. А кто управляет, если не министр спорта? Кем-то ниже, чем министр спорта. Не хочу брать на себя такую большую ответственность. Ну, например, я не знаю, директор Центра по легкой атлетике. Почему бы и нет? Неплохо. А 3 вещи, которые нужны для идеальной Беларуси? Свобода, независимость. Свобода слова – это, в принципе, практически то же, что и свобода. Это не 3 вещи, нет, это одно и то же, да. Ну, примерно так. Ну да. Окей. Жизнь малина? Да. Почему? Я просто так сказала. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Для нас это очень важно. Подписываемся на наш канал, подписываемся на мой инстаграм и инстаграм Кристины Тимановской и расходимся. Пахни, Шабор.